labbra, sulle labbra, si potessi dolce un bacio, ti darei, dolce un bacio ti darei. Tutte ti direi le dolcezze dell'amor, tutte dolcezze dell'amor. Sempre assisa, ti do presso, ti gaudi, ti direi, gaudi, ti direi. Ed i colpi di tappire che risuonano al mio cor, ed i colpi di tappire che risuonano al mio cor. Петь я начала не совсем с детства. Сначала я все-таки хотела быть пианисткой. У меня было острое желание, потому что у меня и родители закончили музыкальную школу в свое время, ну и, собственно, наша старая пианино, которая стояла в доме, оно по наследству досталось мне. Я, конечно, полюбила его с первого взгляда, потому что это было, ну, на самом деле, скажем так, очень волнительным. Играть на нем мне не давали, а мне очень хотелось. И, кстати, вот интересный факт, что первой моей подобранной песней на фортепиано была песня Николая Баскова «Шарманка». Поступив в музыкальную школу, которую целенаправленно для меня выбрали родители, мы сразу же выбрали фортепиано. Ну, скажем так, до 9 класса я мечтала о карьере пианистки, очень мечтала, и у меня неплохо действительно получалось. Это были и республиканские конкурсы, и ну, просто какие-то городские, то есть и были победы, действительно, и лауреатство. Получалось неплохо, но с течением обстоятельств все-таки не сложилось. Потом, как оказалось, что сопутствующим фактором моей несостоявшейся пианистической карьеры было постоянно то, что меня везде выставляли солировать. В хоре, какие-то песни я пела просто на мероприятиях в школе. И в 9 классе вместе с родителями мы первый раз попали в оперный театр. Это была опера Петра Ильича Чайковского, Евгений Онегин. И это было самым большим на тот момент откровением в моей жизни, потому что когда закончился сам спектакль, я поняла, что я хочу быть там, на этой сцене, я хочу вжиться в роль героини, настолько мне понравилось, настолько я была под впечатлением. Действительно, наверное, это был такой самый мощный толчок к тому, чтобы я выбрала эту профессию. Я сопрано. Сопрано пока не могу сказать какое, ну, мы рассчитываем с педагогом, что я буду крепким сопрано. Вот. У сопрано очень много разновидностей на самом деле, очень много. Вот. Но голос у меня крепкий, это подразумевает то, что я буду исполнять крепкий репертуар, то есть драматический. Я очень этого жду, очень хочу, очень на это надеюсь, потому что мои самые любимые оперы, они именно драматические, для драматического голоса. Например, это Пучини, это оперы Верди, скажем так, вот даже Евгений Онегин опера. Это партия Татьяны, главной героини, это лирико-драматическая сопрано ее исполняет. Это моя любимая партия, мечтаю ее, конечно, когда-нибудь исполнить. Самым трудным считается академический, конечно же. Академическая манера исполнения, потому что она должна быть правильной, она должна быть красивой, потому что не существует какого-то, скажем так, плана работы с голосом. То есть, что конкретно какой-то план подойдет всем голосам. У всех разный тип гортани, у всех разные голосовые связки. Мы все разные в любом случае, поэтому каждому ученику свой подход. И академический голос, я считаю, что это все-таки природа. Естественно, для любого вида, скажем так, творчества, музыкального нужна какая-то подготовка, хотя бы базовая школа музыкальная. То есть человек должен быть в курсе того, что такое музыкальная грамота, там, сольфеджио, теория музыки, уметь петь, хотя бы минимально слышать. Вообще для вокалиста очень важна координация слуха и голоса. Если этого нет, то, к сожалению, это очень трудно этого добиться уже в более сознательном возрасте. Это всегда делается в детстве. В более сознательном возрасте это трудно.
это трудно. И я даже знала вот примеры действительно талантливых ребят, у которых были потрясающие голоса, но вот координации слуха и голоса не было. А вокалист, который поет, ну, скажем так, фальшиво, то есть не попадает в ноты, ну, это плохо. Ограничение это существует исключительно перед пением. То есть, например, я не ем никогда орешки, там, например, если я собираюсь где-то петь, острое что-то, сильно соленое, очень жареное, именно перед пением. В обычной жизни я себе позволяю все. Вот. Говорят, что, например, нельзя вокалистам есть мороженое. И я очень долго не ела мороженое, но потом я поняла, что это абсолютно не влияет, правда. Главное вот просто соблюдать какую-то меру, вот, ну и не сильно, скажем так, упорствовать в этом деле перед спектаклем, перед концертом, вот, чтобы это не повлияло на голос. Ну, для меня самое главное – это полноценный сон. Потому что если я не высплюсь, то голос тоже будет очень вялым, усталым. Ну, скажем так, голос такой инструмент, который очень капризный, ведь мы его не видим. Вокалист, вот поэтому почему профессия наша очень сложна. Потому что мы свой инструмент не видим, мы только на ощущениях, на каких-то вот, ну вот скажем, ну просто даже на воображении начинаем работать. У нас с педагогом существует очень много интересных фраз, которые, наверное, вот человек, который, скажем так, не соприкасается с вокалом, не понял бы. Например, петь в коробочку или штыри в глаза. То есть, да, на самом деле. И когда ты приблизительно представляешь это, как бы голос, ты его направляешь в нужное место. Очень надо за ним бережно ухаживать, конечно. Полноценный сон, хорошее питание обязательно, потому что если нет сил в организме, то петь ты не сможешь. Ведь это колоссальная затрата энергии. Любой спектакль, как некоторые оперные артисты говорили, это то же самое, что пробежать 10 километров. Вот, спеть целый спектакль. Или многие, например, говорят, что не худеют на 3 килограмма после спектакля. Вот, поэтому, конечно, приходится восполнять эти силы. Репетиции – это все очень-очень затратно. Платье коктейльное, там, выше колена недопустимо никогда. Распущенные волосы на сцене, ну, тоже считается, если это какая-то красивая прическа, то можно. Но с распущенными волосами на сцену появляться тоже не стоит. Это всегда должен быть собранный образ, собранная прическа, хороший макияж, не яркий. Вот. Ну и что касается платьев, конечно, должно быть сдержанно, вот, красиво, сдержанно, не вульгарно. Вот. То, что, ну, мы должны выглядеть на сцене эстетично, достойно. Конкурс – это, скажем так, не цель победы, это не цель того, чтобы взять самый главный приз и уйти довольным. В первую очередь, это колоссальный опыт. Любой конкурс, любой фестиваль – это, скажем так, плюс полгода занятий. Я вот на самом деле очень люблю конкурсы за процесс подготовки, потому что ты всегда открываешь для себя что-то новое, ты понимаешь, что ты выйдешь на сцену, рядом с тобой будут талантливые люди, ведь на конкурсы, скажем так, приезжают, пусть ребята разные, кто-то, может, дольше занимается, кто-то меньше, но тем не менее, голоса у всех хорошие, все поют хорошо, и надо чем-то цеплять, потому что действительно очень много талантливых людей. Вот поездив по конкурсам, в принципе, по многим странам, я поняла, что мы тут сидим, нам кажется, что мы тут хорошо поем, у нас все прекрасно. А вот приезжает ребенок, который лет на 8 тебя младше, и поет, кажется, что просто восхитительно. Вот, действительно. И надо чем-то вот своим цеплять. И поэтому вот этот весь процесс подготовки к конкурсам, он очень важен. С педагогом работаешь над каждой нотой, над каждым тактом. Без конкурсов, я считаю, что для артиста, ну, скажем так, не будет такого быстрого роста, быстрого толчка.
конкурс, фестиваль русской музыки, который проходил в сербской деревне Дрвенград. Вот. Другое название было Кустендорф. Это деревня, которую построил Эмир Кустурица для съемок фильма «Жизнь как чудо». Я до сих пор, на самом деле, под впечатлением и не могу так отчасти отойти от этого фестиваля, потому что это был самый сложный конкурс из всех, где я была, где я участвовала, где даже привозила какие-то награды. По одной простой причине, что я никогда не думала, что это будет огромное количество талантливейших, действительно талантливейших музыкантов, которые будут соревноваться всего за 3 награды. То есть не по номинациям, скажем так, вокал, там, струнные инструменты, духовые, а все вместе. И это было уникально, потому что выходит, например, скрипач, великолепно играет, за ним выходит флейтистка, великолепно играет, выходит вокалист, поет потрясающе, кого выбрать? Поэтому я, конечно, не настраивалась. Для меня была самая главная цель – это выступить достойно, выступить хорошо, потому что Беларусь первый раз поехала на этот конкурс. Вот. Конечно, хотелось о себе составить хорошее впечатление. Вот. Но, тем не менее, так получилось, что я взяла серебро. Это было очень, скажем так, неожиданно для меня. Очень много, скажем так, мастеров, действительно великих, побывала на этом фестивале. Я со многими тоже познакомилась. Вот, даже сам маэстро Эмир Кустурица, мама моя безумно его любит, его все фильмы. Я сказала, без фотографий с ним можешь даже не возвращаться. Неважно, серебро, золото, там, да без разницы. Главное, привези фотографию. Я никак не могла его найти. Я ходила по деревне, когда у нас было свободное время. Никак не могла его найти. Но в итоге так и получилось, что фотографию я привезла, когда он фотографировался со всеми лауреатами. Вот. Он даже меня так приобнял на фотографии. Было очень приятно. Мама была счастлива. Конкурс – это всегда большой стресс для организма и для голоса. Поэтому я, вот, например, после конкурса в Сербии просто 2 недели лежала дома. Я не могла прийти в себя. Но от того, что и успех был, и очень-очень тяжело было. Мы были там неделю, и это был очень напряженный график. Это были постоянные репетиции, постоянные какие-то выходы на какие-то концерты, показательные выступления. То есть и 3 концертных дня, когда ты ходишь слушать других конкурсантов, понимаешь, какой уровень конкурса, ну, тоже очень волнуешься, переживаешь из-за этого. Для меня настоящим профессионалом своего дела является Анна Нетребко. Это прима мировой оперы, человек, который своим трудом достиг небывалых высот. Все об этом мечтают, любой артист, любой вокалист. Вот. Она настолько яркая, настолько интересная по жизни, не только так, как она преподносит себя на сцене, как она перевоплощается в своих героинь, поистине уникальна. Но это человек, жизнь которого просто сияет самыми разными красками. И это вот самое главное, мне кажется, потому что какой ты в жизни, ты такой и на сцене. Ты всегда преподносишь через себя частичку чего-то нового в то, что есть. Музыка, она существует, так, в нотах она написана такая, какая есть. Героиня, мы знаем сюжет оперного спектакля. Но это всегда разная героиня. У каждого артиста она всегда разная. Театр для меня это не самоцель. Это скорее вывод из того, что я хочу получить от своего голоса, от своей профессии. Для меня самое главное — стать профессионалом своего дела, действительно настоящим мастером, потому что очень много все хотят петь в театре, это естественно, но для меня самое главное — научиться владеть своим голосом настолько профессионально, чтобы у меня просто не было выбора, скажем так, чтобы театры сами хотели взять хорошего специалиста в этом плане, потому что, ну, это очень важно, очень важно. Вот. Покорять мировые площадки, да, действительно, это очень важно для любого артиста, любой об этом мечтает, но для меня самое главное, скажем так, если это случится когда-то в моей жизни, достойно представлять себя, свой голос, вот, именно с профессиональной точки зрения.